Заседание в режиме видеоконференции провела зампред правительства России Татьяна Голикова. Глава Кабмина Ингушетии отметил, что работа по данному вопросу находится в стадии завершения. Регион получает субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского бюджета на софинансирование в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Эти ассигнования предусмотрены на организацию питания обучающихся в 45 школах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прогнозируемый объем средств, необходимый для создания условий в остальных 76 школах, составляет порядка 198 миллионов рублей. На сегодняшний день составлена дорожная карта по устранению данных замечаний. На это требуется у нас 197 миллионов. 15 августа подписано соглашение с правительством республики и Минпросом на 53 миллиона 900 тысяч рублей субсидий. Значит, остальные 107 миллионов мы изыскиваем возможность этого ремонта, и по мере приведения в порядок вот этих 47 школ, где требуется оборудование, будет увеличена сумма субсидий. Властями республики уже изысканы 107 миллионов рублей, сэкономленные во время карантинных мероприятий. Средства будут направлены на организацию горячего питания для порядка 20 тысяч учеников начальных классов 76 школ, пока не попадающих под федеральную поддержку ввиду несоответствия требованиям Санпина. Все они будут прикреплены к близлежащим социальным организациям, где есть пищеблоки, и оттуда организована будет доставка еды. По 29 школам, они все малокомплектные. У нас есть уже такая дорожная карта, в которой мы предусмотрели, что рядом находящиеся пункты питания, там, яслей, садов, больниц, будут готовить эти горячие продукты. И по мере принятия такого решения, возможности, будем этих детей кормить. Экономию по статье «Летний отдых» планируется направить на закупку кухонной и столовой посуды, приобретение столовой мебели для 47 из этих учреждений, где есть необходимые помещения, но нет соответствующего материально-технического оснащения. Таким образом, эти школы в дальнейшем смогут претендовать на федеральные ассигнования, потребность в которых сохраняется. По словам министра образования республики Эсет Боковой, на данном этапе Роспотребнадзором по региону разработано и утверждено примерное двухнедельное меню, которое направлено в школы. Будет использоваться только сертифицированная продукция, соответствующая стандарту халяль. Мясо и молоко будет закупаться у местных производителей. Новости 24.